передать. Ну, давайте посмотрим слайд. Вообще у нас география сейчас подключений разная. У нас есть Бурятия, Нюрбинский район, Алекминский район. Кто у нас еще подключился? Мирнинский район. Мирнинский район, отлично. Мы знаем, что уже заявки некоторые зарегистрировались и начали свои заявки заполнять. Видим, наблюдаем. Администраторы уже работают, валидаторы. Это благотворительный фонд «Добрый город Петербург». Они находятся в Санкт-Петербурге. И те заявки, которые вы отправляете, они проходят первичную проверку по формальным признакам соответствия устава, учреждения, заявитель, может ли большую ли сумму, сроки и так далее, и даже моменты. Все, есть проекты, которые направлены только на благоустройство, валидаторы уже это отмечают. Имейте в виду тоже, да? Поэтому заявки некоторые принимают с замечаниями. Ничего страшного, я думаю, что замечания позволят нам дать возможность устранить. Но лучше сейчас на берегу нам договориться о том, что хочет от нас грантооператор, фонд Тимченко. И мы с вами, особенно некоммерческие организации и те, кто принимал участие в разного рода конкурсах, мы прекрасно понимаем, что грантооператор заказывает музыку. Есть правила игры, это положение о конкурсе, оно размещено на портале фонда Тимченко. Там надо принять, Мария. Я приняла. На портале фонда Тимченко. И желательно вот его прямо распечатать и идти по нему. Тогда ошибок точно не будет. У некоторых есть уже готовые проекты, но все-таки мы должны играть по тем правилам, которые нам предлагает фонд Тимченко. Конкурс новый, среда возможностей. Мы об условиях, вообще о целях, задачах говорили в предыдущих вебинарах, но сейчас вкратце для тех, кто только включается, да, в этот конкурсный процесс, в эту конкурсную процедуру. Вообще этот конкурс для того, чтобы либо улучшить, либо создать условия для всестороннего развития наших детей и подростков. И есть у нас направление, номинации по возрастам, да, тоже определите для себя, какой возраст, с каким возрастом, кто будет вашей целевой группой. И нужно понимать, что среда – это не только то, что хотим мы с вами, уважаемые коллеги, взрослые, да, но самое главное – с опорой на голос ребенка. Поэтому мы говорили о том, что предварительно нужно провести разного рода опросы, интервью, стратегические сессии, но мы на этом остановимся. И это отличительная, наверное, черта вот этого грантового конкурса с опорой на голос ребенка. Вот таким образом у нас сейчас выглядит картина. Это, коллеги, не те, которые зарегистрировались, а кто? Те, которые уже имеют статус «подано». Уже отправили заявки. И география у нас следующая: Республика Саха, Якутия, Забайкальский край. И мы видим, что Забайкальский край и Якутия активно сейчас регистрируются и формируют свои заявки. К нам присоединяется Сахалинская область и догоняет Хабаровский край. Отлично. Надеемся, что Камчатский край, Приморский край, Бурятия, Еврейская автономная область, Амурская область, Магаданская и Чукотская область, да, к нам присоединится. В плане отправки, то мы видим, что регистрации у нас много, и если есть вопросы, какие-то, может быть, тревога, сомнения и так далее, звоните к нам, наши номера мы скажем, не стесняйтесь, но разница у нас во времени отличается с Приморьем на 1 час, с Сахалином, по-моему, 2 часа. Камчатка у нас идет на 3 часа. Камчатка 3 часа. Ну, примерно мы здесь и берем, даже коллеги берут телефон сейчас с собой, поэтому звоните, пишите, но, конечно, не ночью, да, и желательно там не после 9-10. Так, что по правилам игры?
Да, кто может подавать? Но это может подать на конкурс организация некоммерческая или бюджетная, любая бюджетная организация в социальной сфере, кроме казенных. Все это музеи, мы говорили, библиотеки, учреждения доп. Образования, клубы, дома культуры, школы, детские сады, даже СУЗы, вузы и, конечно, некоммерческие организации. Все, кроме политических партий, все, кроме профсоюзов и так далее. Но самое главное, что эта организация должна быть зарегистрирована, да, на Территории населенного пункта, да. откуда подается заявка. То есть в Игрюле у вас у юридическом адресе должен фигурировать именно населенный пункт, откуда вы подаете заявку. Да, и мы уже видим замечания, да, администраторов конкурса о том, что были подачи от крупных городов организаций, там, где жителей 200 тысяч, 300 тысяч и так далее. Это не должно происходить, только, так скажем, опытные получатели грантов фонда Тимченко могут, некоммерческие организации могут подать заявку, но с прицелом, что они будут работать, например, На значит, территории да, малой территории. вот этой деревни, где проживает 500 человек. Это выпускники программ фонда Тимченко, которые ранее получали грант, успешно его реализовали, отчитались перед фондом Тимченко, и они имеют статус выпускник. И они могут, вне зависимости от того, где они находятся, могут реализовать при условии, что они разработают и подадут на конкурс заявку с фокусом на проект, который реализуется в малой территории. Да, и еще сразу хочу сказать, что, может быть, это даже у нас следующий слайд, поэтому сейчас не буду говорить. Давайте вот на этом, нет, обратно. У нас и были звонки, и, например, подается Центр семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Понятно, что их целевая группа – это дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей. Они планируют подать проект, который будет сфокусирован на создании благоприятной среды исключительно для этой целевой аудитории. И мы понимаем, что этот проект, да, он, скорее всего, не будет поддержан, потому что речь идет о том, чтобы мы не делим в данном случае наших детей по принадлежности к какой-то социальной группе и так далее. В нашу среду дружественную к детям могут быть и должны быть включены все, и дети-сироты, дети из опекунских семей, дети из приемных семей, дети из обычных семей, дети с ОВЗ, с инвалидностью и так далее. Да? Поэтому мы на категории не делим, у нас есть номинации исключительно по возрастным признакам. Вот. Поэтому обратите на это внимание, особенно если учреждение, которое подается, оказывает услуги исключительно, например, вот одной какой-то целевой аудитории. Да? Следующий слайд. И, конечно, приглашаем к реализации проекта все сообщество, да? Все сообщество, которое живет в этом небольшом населенном пункте, включая родителей, бабушек, дедушек, учителей и так далее, специалистов. Дальше. Здесь важно понять, что по положению конкурса у нас мы подаем долгосрочные проекты. То есть мы предполагаем долгосрочную историю. Вы же прекрасно все знаете, что малые территории, особенно там в северных территориях, в арктических территориях, когда мы что-то запускаем, мы хотим, чтобы это надолго продолжилось. И поэтому здесь как раз-таки очень хорошо, и нам очень нравится идея этого конкурса в том, что мы действительно вместе с вами сейчас осенью 2023 года можем создать вообще прекрасную историю для детей и подростков малых территорий. И сейчас мы вместе с вами на самом деле на основе оценки, исследования потребностей, интересов, мнений ребенка рисуем для себя будущее на 3 года. То есть мы вместе с вами предполагаем с вами проект на 3 года. И поэтому в разделе
первом разделе о проекте, те, кто создали заявку, да, у нас есть пункт, что мы должны расписать на 3 года, как мы видим развитие этой детской среды на территории нашего села, поселка, города, как этот проект будет развиваться. И эти шаги у нас будут должны быть конкретные и точные, что мы предполагаем первый год, второй год и на третий год. И здесь как раз-таки в календарном плане мы четко расписываем первый год, 11 месяцев максимальный срок реализации проекта, что мы предполагаем для старта этого долгосрочного проекта. И, соответственно, бюджет проекта мы делаем на 1 год, календарный план мы делаем на 1 год, но в разделе о проекте, в первом разделе заявки, видение, создание и развитие развивающей среды мы должны расписать пошагово на 3 года. И именно те заявки, которые очень хорошо распишут в разделе о проекте, в первом разделе, вот эти вот шаги по развитию долгосрочного проекта на 3 года и распишут толчок, старт этого проекта в календарном плане первый год, внедрение этой развивающей среды в малой территории, те и получат максимальные баллы и получат грантовую поддержку. И поэтому вот потом мы чуть позже остановимся на типичных, чего можно избежать для того, чтобы вы получили поддержку в фонде Тимченко. Поэтому очень важно сейчас на берегу, во время заявочной кампании, у нас еще есть запас времени, мы должны провести с вами, потенциальными участниками проекта, опрос, анкетирование. Мы должны спросить у детей, чего они хотят, чего им не хватает, какие кружки, секции, занятия они хотели бы посещать, какого оборудования им не хватает, каких инструментов им не хватает для развития, куда бы они чаще ходили бы, сколько времени они уделяли бы времени после учебное время. Да? То есть вот мы должны провести опрос, мы должны выяснить разными методиками, чуть позже тоже остановимся на этих методиках, вы должны понять, и у нас вот эти результаты опроса ложатся в основу нашего проекта. И мы с вами приступаем к тому самому календарному плану и бюджету проекта только после того, как у нас уже на руках есть результаты исследования наших детей, их интересы, их мнения, их потребности. И мы вместе с командой проекта должны сидеть и смотреть, ага, наши дети хотят заниматься вот этим, они хотят ходить вот на такие-то кружки, заниматься вот такими-то компетенциями, они хотят быть конкурентоспособны именно в этой области, может в спорте, может в творчестве, может хотят заниматься новым досугом, да. То есть у нас появляется основа нашего проекта, и в этом полностью диктуют наши дети, чем они хотят заниматься. И развивающая среда полностью должна соответствовать интересам, мнению и потребностям детей. Вот. И здесь очень четко вы видите о том, что вот как раз-таки вы должны описать видение шагов по созданию этой среды на ближайшие 3 года. Это раздел 1, и там есть такой пунктик, да, 4. И в первый год мы расписываем в своем календарном плане. И 2 и 3 год уже зависит от того, насколько вы уже внедрили эту технологию, насколько вы слышали мнение и потребности детей во время реализации проекта, и что у вас получилось в результате проекта уже на 2 и 3 год. Это ваша история продолжается. Вот такая вот история. И как раз-таки вот сегодня, вчера уже село Дерень Чурапчинского района провели ток-шоу в Деринской агрошколе. И по результатам исследования они уже приступают к разработке календарного плана и бюджета проекта. Вот это вот прекрасная история. Мы обязательно поделимся с видеороликом ток-шоу, потому что Деринская школа молодцы, открыты, и они говорят о том, что давайте вы поделитесь со своим роликом ток-шоу, как вы провели. Возможно, другие участники Дальнего Востока пойдут по вашей дороге. Они сказали, обязательно поделимся. Они сейчас находятся в процессе разработки этого ролика ток-шоу, и мы с вами поделимся. Но вы должны провести любой способ подходит, лишь бы вот этот вот опрос, анкетирование, исследование, ток-шоу и разного рода форматы, если они позволяют вам учесть мнение, потребности, интересы детей, любой способ, любая ваша методика авторская, она подходит. И поэтому не бойтесь. Вчера Сунтарский улус тоже поделился. 11 вопросов придумали для учета мнений, потребностей, интересов детей. Сделали анкету, ее запустили.
Вот, представляете, поэтому абсолютно именно вы выступаете авторами этой методики, то есть этого инструмента опроса, исследования, анкетирования, а дети ваши как раз-таки отвечают, они выступают уже диктаторами той ситуации, которую они хотят. И на основе этого исследования, опроса, анкетирования мы вместе с вами разрабатываем проект. На самом деле очень хорошая история создания проекта, где дети сами участвуют, выступают авторами той развивающей среды, которую мы вместе с вами создаем. Ну да, я бы тут хотела отметить, что действительно не надо бояться. Вот осталось тут 10 дней, мы какое-то должны очень серьезное исследование провести, да, опросы в 1000 респондентов. Нет, этого делать не нужно. Можно определить, да, если это школа, сделать такой срез по классам, несколько детей из класса. Можно родителей привлечь к опросу. Методы могут быть разные. Например, вот я знаю село Сымах Мегино-Кангаласского района Якутии, провели опрос и уже сделали диаграммы. Анкета в Google.com и диаграммки формируются автоматически, ничего рисовать не надо. И это в виде презентации они сейчас оформят фотографии, что дети участвовали, родители, там опрос и так далее, что было какое-то обсуждение. Некоторые рисуют карту ресурсов. То есть вот у нас маленькое село, есть у нас все, а дети говорят, а скалодрома у нас нет. Оказывается, им нужен скалодром. Да? Мы, взрослые, говорим, нам нужна детская площадка. Это мы так решили. А опрашиваем детей, дети говорят, мы хотим открыть вот в Оленёкском районе креативное пространство. Приветствую Оленёкский район, Алексей, наши участники проекта Арктическая креативная академия. Алексей и Александр. Алексей и Александр, да. Вот, поэтому иной раз мы с вами решаем за детей, за наших уже будущих взрослых, а на самом деле вот это мне нравится, мне очень импонирует это условие конкурса, что мы должны услышать потребности и чаяния наших детей. А если в случае, когда появится несколько идей проекта, то есть возможность проголосовать и выбрать ту самую, которая наиболее нравится детям. Да, и вот эта история уже про команду проекта, коллеги, прямо такой красивый слайд. Вначале он мне понравился в цветовой гамме. Да, ну давайте мы сейчас разберемся, к чему этот слайд вообще. Это тоже условие конкурса, да, и мы с вами помним, что есть положение, есть, значит, получается условия, которые мы должны выполнять. И, к сожалению, не может быть таким образом, что одна сельская школа решила подать проект, и в команде проекта, и я уже видела таких, пару проектов отправляли нам на экспертизу, только сотрудники этой сельской школы. Все, и больше никого. Это здорово. В команде проекта, конечно, должны быть идейный вдохновитель, голова, руки, ноги, волонтеры, исполнитель. И здорово, если в этой сельской школе во время проекта присоединиться в команду лидеры сами детского объединения, подростки, родители, активные бабушки, дедушки и так далее. Но есть одно условие. При подаче заявки команда проекта – это исключительно партнерская история. Почему такой запрос? Ну, наверное, объяснять не нужно. ковид, пожары у нас в Якутии, в других регионах, СВО показывает, что минимизация ресурсов при максимальной кооперации и объединении ресурсов власти, общества и бизнеса. Подать заявку может сельская школа, да, но в команду может входить библиотека местная. Они вот у нас в Якутии зачастую казенные учреждения, и они подать не могут заявку. Я вчера звонила в Арктику, тоже депутатские, библиотека казенная, муниципальное учреждение, а школа бюджетная. Да, и школа и будет подаваться, но в сотрудничестве с библиотекой, и они дают письмо поддержку, и в сотрудничестве с местной некоммерческой организацией, например, Союз женщин, ну, у нас на северных территориях не такой большой спектр некоммерческих организаций, мы привлекаем их. Если нету некоммерческой организации, то, пожалуйста, это может быть музей, библиотека, дом культуры.
Все, школа у нас как поставщик детей, да, и она у нас просто партнерская организация, которая в команду не входит. Но давайте не будем забывать, что у нас есть социально активный, социально ориентированный малый и средний бизнес, а где-то и крупный на территории. Тогда схема такая: некоммерческая организация, индивидуальный предприниматель, ООО, я не знаю, акционерная компания Алроса на территории Мирнинского района, некоммерческая организация Союз многодетных матерей и местный музей. Да? Вот такая история. Поэтому нужно обратить внимание, и сейчас в команду, даже если разработчик один, его где-то заставили, дали поручение и так далее, вы должны сказать о том, что есть условия. Партнерские организации. Тоже обращайтесь, мы можем вам отправить, да, ну какого вида может быть письмо партнерское составлено. Это точно не должно быть формально, что мы поддерживаем Ивана Ивановича Иванова. Нет, в письме должно быть написано о том, что, например, проект школы, улусная библиотека, районная библиотека или сельская дает добро на реализацию именно этого проекта и готова оказать, например, организационную или информационную, или имущественную, или материальную, или какую-то другую поддержку, ну, точно предоставить свое помещение, например. То есть это вот варианты таких партнерств, варианты коллаборации, так скажем, да? У вас может быть своя история. Да, своя история. В зависимости от того, кто заинтересован в создании этой такой развивающей среды для детей и подростков. И эта идея фонда Тимчика мне очень нравится тем, что действительно, если сами родители, если сами местные жители не заинтересованы в развитии детей и подростков, это вот очень сложно. Поэтому очень хорошо, что как раз-таки фонд Тимченко объединяет усилия местных жителей, что действительно каждый житель может принять участие в реализации этого проекта, в создании такой новой развивающей среды для детей и подростков. Кто-то даже рисует такую карту, да, своего села и отмечает на этой карте: вот у нас здесь библиотека, вот на правом берегу поликлиника речки, на левом берегу школа, здесь у нас есть небольшая детская площадка, тут спортивная площадка, тут у нас музей, да, и дети начинают, как дизайн мышления, рисовать вместе с родителями, с учителями, придумывать или с командой проекта придумывать, а вот здесь как раз открытое пространство, мы хотим что-то, не знаю, кататься на скейте, мы хотим какой-то флешмоб проводить, будет у нас там встреча, вот чего-то нам не хватает. Понятно, что за 500 тысяч этого гранта, там максимально 1 миллион, мы не сможем с вами построить какое-то грандиозное пространство. Но мы, по крайней мере, начать мы можем эту историю, и в сотрудничестве что-то вам даст бизнес, где-то администрация пойдет навстречу, где-то вы войдете в другой проект. Я всегда говорю, что если проект актуальный, востребованный, он свои ресурсы найдет. Вообще это может быть по волшебству на самом деле. И деньги к деньгам, если, коллеги, вы с одним проектом выигрываете в одном конкурсе, вы абсолютно можете подаваться в другие и привлекать как на условиях софинансирования. И вот по условиям конкурса там написано, что не менее 3 сторон организации, партнеров, да, но это не ограничивать. Чем больше, тем интереснее. Поэтому 4 могут быть сторон, 5 может быть, но минимальное количество, 3 стороны должны быть вовлечены к участию в проект. То есть 3 стороны организации партнеров, да? Угу. Так, следующий слайд не нажимается. Да, кто у нас подписан в социальных сетях, наверняка вы тоже читали про типичные ошибки, знакомились, да, с типичными ошибками заявителей. Но так как мы консультируем, проводим экспертизы проектов, которые потенциально сейчас готовятся к подаче на данный конкурс, мы видим о том, что и мы как раз-таки эти ошибки как раз наши эксперты исправляют. И очень важно действительно перед подачей вашу заявку, чтобы посмотрели наши эксперты, да, мы. Вот, ну, один из ошибок мы уже
повторили, мы об этом Мгм. говорим на каждом нашем вебинаре, на каждой нашей информационной публикации о том, что действительно обратите внимание. И вчера тоже был звонок из одного закрытого военного городка из другого региона Дальнего Востока, что есть такой вот закрытый город, но он входит в один большой городской округ, да, как микрорайон. Они, к сожалению, не могут подать заявку на конкурс, потому что там вот это вот количество жителей превышает 50 тысяч человек. Вот, и поэтому важно уже понять, вот в предыдущем слайде было о том, что один населенный пункт равно одна проектная заявка. То есть имеется в виду, проект реализуется на территории только одного населенного Ну пункта. и еще надо отметить, например, в Якутии это все населенные пункты, кроме города Якутска и города Нерюнгри. Обратите внимание, коллеги. Бурятия, да, ну наверняка все, кроме Улан-Удэ. Да, мы с вами приблизительно похожи по количеству жителей. Обратите внимание. Обратите внимание на ваш юридический документ ИГРЮЛ, чтобы там действительно юридический адрес совпадал с населенным пунктом. Ну и вы, наверное, кто внимательно читал положение, видит, что к документам, которые необходимо приложить, первоначально бы относился устав, да, организации, и, пожалуйста, устав должен быть очень хорошо откопирован, отсканирован в цветном варианте желательно, переведен в PDF и прикреплен. Не забудьте последнюю страничку. Это орган юстиции, который поставил печать когда-то. Может быть, эта школа очень давно была зарегистрирована и так далее, но это не должен быть вот этот вот вордовский вариант, который вы выкатили из своего компьютера, да, и сканировали, прикрепили. Поэтому внимательно к этому отнеситесь. И было в положении написано, что еще выписка из ИГРЮЛ нужна, документ, подтверждающий, что руководитель назначен и так далее. Этого не нужно для учреждений, потому что когда вы вобьете в организации заявитель ОГРН, ИНН и так далее, автоматом из базы данных налоговых органов и других в программе «Контур» выходит вот эта история про ваше учреждение. Но выписку из ИГРЮЛ запросите, пожалуйста, посмотрите, потому что вы, когда будете заполнять вот это поле организации, вы можете считать одно, а по факту-то в ИГРЮЛе совсем другое. Обратите внимание, там и адрес указан, и руководитель указан, и учредитель указан, и так далее. Спасибо за вопросы. Пишите, пожалуйста, мы будем отвечать, но чуть позже, да? Про географию мы сказали. Четвертый. Да, ну мы про это вот сказали, что проект должен быть партнерским, межведомственным, имеются 3 и более сторон организации. И одна команда, один проект, да, чтобы не было, может быть, есть такие очень продуктивные коллеги, но сосредоточьтесь на чем-то одном. Вот смотрите, участие в проекте партнерами подтверждено письмами о поддержке проекта. В письмах указано 1 и более видов поддержки, вы ее выбираете, там как раз-таки вот все эти виды поддержки, они выходят, и вы выбираете в зависимости от того, что прописано в письме. Информационная поддержка, консультационная поддержка, материальная, организационная, финансовая или иная поддержка в реализации проекта. То есть вы выбираете вот эти виды поддержки, несколько видов поддержки могут быть указаны в одном письме, да, у одного, какой-то один партнер предоставляет вам очень много видов поддержки, кто-то вам предоставляет только информационную поддержку, кто-то вам предоставляет только консультационную поддержку. То есть вы выбираете, исходя, что указано в письмах о поддержке проекта. И такой вот, ну, наверное, лайфхак. Мы обычно для того, чтобы ускориться, для того, чтобы действительно письма поддержки были грамотные, иногда своим партнерам заранее готовим образец письма. И это работает намного быстрее. Да, сегодня вот у меня тоже утром по WhatsApp запросила одна сельская школа, отправьте, пожалуйста, такой образец. Конечно, мы отправим. В принципе, в рассылке мы можем включить. Мы можем в рассылку. Да. Если хотите, коллеги, напишите в чате. Плюсики. И мы тогда в рассылку сразу включим это письмо, чтобы не было лишние вот запросы и так далее. Да, следующий слайд. Так. Угу.
Да, вот те самые ваши результаты, которые исследования, да, которые вы провели, вы должны обязательно ее прикрепить, потому что нельзя просто написать, что мы провели, и вот что-то у нас получилось, вы должны обязательно подтвердить это данные. Возможно, форму анкету прикрепить, прикрепляете фото материала. Вот Чураптинская школа, Дринская школа Чураптинского вуза готовит, например, видео, там еще, да, подтверждение. В обосновании социальной значимости проекта также можно прикрепить какие-то интервью отдельных участников анкетирования, исследований, где дети на видео говорят совсем коротко, чего они хотят, актуален ли это проект, примут ли они участие в этом проекте. И это как раз-таки вот эти короткие видео можно загрузить в облако, и эту ссылку, открыв доступ, вы можете прикрепить прямо вот где обоснование актуальности и социальной значимости проекта. Вот об этом тоже говорили эксперты фонда Тимченко, да, вот. И мы вот с теми, с которыми мы сейчас консультируем, мы рекомендуем ваши результаты исследования, опросов, мнений, интересов, потребностей детей сделать в виде презентации. Она будет более-менее доказательная, она будет более информативная, и действительно эксперты увидят процесс анкетирования, опроса, исследования и еще результаты вашего анкетирования в виде диаграммы, там, рисунков и так далее, да? И не делайте все сами. Приглашайте активных детей, подростков, молодежь, лидеров, да, ваших местных сообществ. Используйте мощный ресурс родителей, людей с опытом, наставников. Сейчас год педагога-наставника. У вашего проекта могут быть наставники как из других населенных пунктов, так и внутри. Это какие-то аксакалы и так далее. Они, кстати, могут тоже дать ну, в ролик видеообращение о том, что мы считаем, что будущим поколениям необходимо то-то, то-то. Это здорово, потому что мы должны, этот проект, он не ограничен, получается, мы не ограничиваем, какие дети, да, из каких семей будут участвовать, и также не нужно ограничивать партнерские и вообще, это даже не то, что команда, а по возможности вот этот проект, он должен оставить после себя местное сообщество, доброжелательное вот к нашей детской среде. Следующий слайд. Ну, про это тоже мы сказали, и тоже вчера был звонок, сегодня о том, что, что календарный план на 3 года, ну, Надежда об этом говорила, что на 1 год, и по срокам, да, договора с победителями, с успешной историей будут заключены с 10 ноября. До 10. До 10 ноября. То есть, значит, вы можете поставить ноябрь уже начало проекта, а реализация проекта закончится, ну и отчет вы уже будете сдавать в октябре, реализация проекта до 30 сентября. То есть да? календарный план, коллеги, мы пишем на 11 месяцев, Угу. начиная с ноября 2023 года по 30 сентября 2024 года. То есть это предполагает первый год старта долгосрочного проекта. И какие мероприятия вы должны провести для того, чтобы эта развивающая среда настолько сильно откликнулась у детей и подростков, дети были заинтересованы в этом, местные жители в том числе, и что, ну, и какие ресурсы вам нужны для того, чтобы этот долгосрочный проект мощно стартанул в малой территории, что действительно вы создали такую среду, где действительно благодаря этой развивающей среде у детей появляется благополучие, дети становятся благополучными, да, в учебе, в общении, в мотивации в учебе, там, детско-родительские отношения улучшают, у детей появляется такая открытость ко всему, компетенции появляются, мотивация, профориентация появляется, да, то есть дети настолько вот эта среда влияет на то, что ребенок, обычно, помните, иногда у нас также бывает, допустим, родители сильно зафокусированы только на учебе, вот хорошо должен учиться, а жизнь-то заключается в том, что, допустим, мы все взрослые люди сейчас понимаем о том, что, оказывается, так много компетенций можно было еще заниматься вот этим, например. Вот я сама родом из Арктики, прекрасно понимаю детей севера Арктики, что я бы ходила, если бы я жила в этом городе, я занималась вот этим, да, и я настолько была бы
развито всесторонне. И как раз-таки мы, используя этот конкурс, как раз-таки можем действительно дать возможность детям заниматься IT-технологиями, заниматься анимацией, заниматься видеосъемками, чтобы ребенок узнал, что такое экологическое, там, допустим, чистка берегов и рек. Возможно, кто-то будет заниматься документальными историями, да, видеоархивом и так далее. А кто-то будет заниматься серфингом, может быть, сапами, допустим, да, сплавы появятся, палаточные городки появляются. То есть все это зависит от того, что мы сделаем. И это здорово на самом деле. Да, ну, собственно, то, что перечислила вот последние свои части речи Надежда, это все про навыки. И сейчас все больше говорят о том, что человек, он развит всесторонне, если он не только ментально, физически и духовно, да, обогащен и его напитан ресурсами, но если он еще учится и умеет владеть такими гибкими навыками, как креативное мышление, это вот что перечислила Надежда, да, IT, медиа, дизайн, анимация и так далее. Это проектное мышление. Вы же можете разработать такой проект, что дети разрабатывают проекты, какой-то конкурс лучших проектов устраиваете и готовитесь тем самым к Росмолодежи, например. Проектное мышление, эмоциональный интеллект, умение работать в команды. Вот, пожалуйста, походы, просите деньги на снаряжение, туристическое оборудование и так далее. Экологическое воспитание. Мы должны с вами быть сейчас зелеными, мыслить экологично и так далее. Стрессоустойчивость и прочее. Вот все эти гибкие навыки, они пригодятся ребенку для его самостоятельной жизни, да, и для того, чтобы он был доволен и самореализовался в жизни. К примеру, завершая вот этот пункт, да, в Жиганском районе я была в командировке в конце марта, и задали вопрос старшекласснику поселка Жиганск, села Жиганск: чем ты хочешь заниматься, что ты не умеешь? И он сказал: вот представьте, говорит, я не умею разжигать костер. Взрослый мужчина. Вот как раз-таки это про то, что в Жиганском районе, в селе Жиган, должен появиться обязательно школа выживания для мальчиков, которые не умеют. Так случилось, что у ребенка не взрослого наставника мужчины. И действительно, ему самому стыдно, что он не умеет, не владеет этой компетенцией. И вот такой проект школы может появиться, например, в малой территории. Ну да, реалии такие, что и начальная военная подготовка у нас возвращается, и тактическая медицина и так далее. Намская гимназия у нас, например, выиграла проект в этом году целевого фонда будущих поколений, закупили квадрокоптеры, да, когда они разрабатывали, может, это было не так актуально, а когда они получали грант, уже было понятно, что умение владеть вот этим оборудованием, оно точно пригодится. Дальше недостаточная информация об опыте учреждений и организаций. И вот мы видим некоторые заявки уже, да, на стадии заполнения, что вот все формальные вот эти вещи про организацию вы заполнили, например, про музей или про библиотеку, а там ведь есть раздел «Опыт реализации проектов». Это будет очень важно, когда эксперты независимые, они будут рандомно, вы попадете к кому-то из Самары, из Ростова, Владивостока, Дагестана, да, и поэтому мы должны так описать, что у этой библиотеки, нашей сельской, есть опыт, мы реализовали вот такие проекты, такие программы, достигли таких результатов и так далее. Потому что есть один критерий оценки, который говорит об опыте организации, опыт команды и так далее. И если у организации не было опыта в проектной деятельности, понятно, что, может быть, они не были вот так вот на бумагу положены, а был проект, например, «Чистый берег» он назывался, или был проект, который у вас просто был флешмоб и акции, да, не знаю, вот экологические, социальные и так далее. Тушение пожаров, я не знаю, какие-то листовки, профилактика
вот различных форм, там, я не знаю, опасных форм поведения и так далее, профилактика правонарушений. Но это тоже можно обозвать проектом и прикрепить, если есть результаты и была деятельность. Поэтому имейте в виду, и не 25, возможно, их должно быть в опыте, но, по крайней мере, за последние 3-5 лет указать, да, 3-5 проектов, это будет здорово, это будет плюсом. И проекты должны быть именно с детьми и подростками. Это Да. во-вторых, читая вот этот пункт, у эксперта появляется доверие к вашей организации. Ага, вот этой организации мы можем доверить деньги, и это про опыт управления проектами, это опыт управления деньгами и так далее. Значит, вы получали средства внебюджетные, значит, вы отчитывались, и значит, у вас все хорошо с репутацией. Дальше, про результаты. Ну, проект – это вообще, что такое проект? Да? Это комплекс мероприятий, направленный на решение конкретной проблемы, конкретной целевой группы с одной целью – достижения результатов, качественных и количественных. Там, где вы в целевые группы, поэтому желательно расписать конкретно, какой возраст, да, что и понимать на берегу, сколько детей. Поэтому количественный результат, он должен будет в результате реализации проекта достигнут. Поэтому не виртуальная цифра, да, а желательно, чтобы она была реальная. Не забывайте, что в вашей целевой группе это не только дети, это могут быть родители детей, которые включены в проект. Их тоже посчитаем, давайте. Это могут быть волонтеры, это может быть учительское, экспертное, другое сообщество и так далее. То есть понятно, вы фокусируетесь, действуете и все ради детей и ради их всестороннего развития, но при этом можно и нужно взаимодействовать с родительским сообществом. И возле каждого мероприятия необходимо прописать количественные и качественные результаты. Очень часто проверяешь проекты, все хорошо расписали, логика проекта есть, определили проблематику, актуальность, определили цель, поставили задачи, поняли, какая целевая группа, но в конце, просто в календарном плане, в последнем столбце пишем: все, повысится качество жизни. В Оленьке. Здорово, если в Оленьке у нас повысится качество жизни. Но как докажете? Сколько человек, кому будет хорошо, каким образом, какое качество. Дети в результате вот этих ваших мероприятий обрели новые навыки, они ими владеют. А родители научились взаимодействовать с детьми во время организованных походов и так далее. И пишем: охват детей такой-то, охват родителей такой-то. И здесь, пожалуйста, без формализма, потому что бывает так, что первые части мы заполняем, когда о проекте, когда организация, команда, все замечательно, спасибо, если бухгалтер поможет вам бюджет рассчитать, но вот календарный план я называю: вот было за здравие, а тут за упокой. Потому вот что вот смотрите, вот календарный план – это и есть социальный проект. И деньги, вот бюджет проекта, где вы расписали, деньги, грант даются вам на реализацию этого календарного плана. И поэтому насколько четко вы пропишете, что за мероприятие, какие конкретные изменения произойдут у участников проекта и сколько человек примут участие в том или ином мероприятии, вот на это дают деньги. И эксперты, когда даже понравится идея вашего проекта, открывая календарный план, должны убедиться, как решает та самая интересы, потребности, мнения детей вот как раз-таки в календарном плане, какие изменения произойдут у участников проекта. И грант, бюджет проекта, где вы расписываете, что вам нужно для достижения результата, дадут только тогда, когда у вас будет четкий, шикарный, полностью подробно расписанный календарный план. Если сомневаетесь, коллеги, давайте мы так договоримся. Вы свои проекты можете, я думаю, что там есть функция перевести в PDF, заявку перевести в PDF, и нам на почту отправите, мы сделаем экспертизу, мы оденем погоны экспертов внешних, независимых, и мы не будем здесь вашими друзьями, а очень пристрастно вам укажем на то, что желательно доработать, изменить. Окей? Давайте так сделаем. И таким образом, если у кого нет опыта
Мы не говорим это сделать всем. И, пожалуйста, в последний момент, да, но 24-го мы уже не сможем проверить ваш календарный план. Желательно это сделать заранее. Дальше. Ну, вот недостаточно мероприятий. Это все про тот же наш замечательный календарный план. Вот фонд президентских грантов, он какую логику проекта предлагает, да, вы понимаете, что это 10 миллиардов ежегодно выделяется на тысячи проектов, мы являемся получателями, уж не помню, 3 или 4 проектов, и можем вам с уверенностью сказать, что требует, например, на федеральном уровне. Это, значит, проблематика четко сформулирована. Дальше идет цель, и цель. Сколько должно быть целей? Покажите пальчиками. Как вы считаете, сколько целей? Ну вообще сейчас двойку поставлю. Цель одна. Цель у нас одна. Это редко, когда 2. Если 3 цели, Алексей, тогда это государственная программа Республики Саха-Якутия. Там 3 цели. А в проекте, который у нас всего лишь меньше, чем на год, 1 цель. Задач сколько должно быть? Не бойтесь, покажите пальчиками. Молодец. 3, 4, 5. Проектов малых территорий, это три задачи, это идеально. Вообще 3 задачи действительно идеально. И у меня такой я всегда подсказку такую даю. Сделайте так, чтобы задача – это микроцели. В каждой задаче у вас появилась какая-то целевая группа. Первая задачка – все дети. Вторая задачка у нас – подростки. Третья задачка – что-то с родителями или повысили профессиональный уровень, например, да, в IT-индустрии у учителей. То есть третья задачка – это на экспертное сообщество. Либо какие 3 основные вы видите препятствия для достижения этой цели, и задачи могут быть как раз-таки решать вот эти препятствия. Иногда задачи бывают, ну вот просто, это уже называется вода. И за логическую связанность вам будут снижать баллы. Если у вас в первой задаче вы будете развивать духовное развитие ребенка, во второй задаче нравственное, а в третьей, грубо говоря, духовно-нравственное. И получается, что все у нас не измерить, и, конечно, здорово, но давайте мы вот это духовно-нравственные ценности поставим в первую задачу, во вторую тогда экологическое у нас будет воспитание, а в третьей уже на коммуникативные вот эти, на профилактика конфликтов внутри, например, семейной, да, или внутри подростковой, что часто бывает, и мы знаем территории, где у нас, ну, так скажем, не очень благоприятная ситуация с правонарушениями, и чтобы вот снизить вот этот вот градус, что-то, какую-то задачу на направление вот этой вот развитие круга друзей среди детей, да, сглаживание вот этих конфликтов и правонарушений среди подростков, например. Вот, поэтому и дальше, значит, цель 1 определили, задачи 3, ну хорошо, 5, если так хочется. А сколько должно быть мероприятий на каждую задачу? Вопрос. Ну, только мы смотрим, вот у нас оленек только показывает. Как думаете, вот 1 задача и сколько, ну, рекомендуют на федеральном уровне мероприятий? Вот если у вас будет 3 задачи, да, 3 задачи и 3 мероприятия всего в календарном плане, все, логическая связанность посыпалась. Да, иногда бывает такое большое крупное мероприятие, как информационная кампания. Она может быть, если у вас задачка стоит информационная, да, освещение, привлечение участников, развитие, формирование сообщества, да, окей, возможно, только в этом случае, ну, и может быть крупный флешмоб, крупный форум провести или конференцию, но в основном, вот здесь правильно указали, от 2-3 мероприятия к одной задаче, коллеги. 2-3. Поэтому 3 задачи, сколько мероприятий? Считайте сами. И если у вас 5 задач, нужно ли вам? Вы же разорветесь просто за этот год, забросите всю свою деятельность и будете заниматься только проектом. Поэтому лучше меньше, да лучше. Да, значит, дальше идем.
И следующий у нас слайд. В команде проекта один человек. Да, ну вот Иван Иванович Иванов, бедный у нас и придумал, и голова, и руконоги, и так далее. Ну, во-первых, команда может состоять из сотрудников той организации, которая подается. И плюс вы понимаете, что про партнерские не забываем. Но почему мы должны с вами еще усложнить, ну, с точки зрения некоторых коллег, и зарегистрироваться на портале Созидателей? Это единый банк данных. Если хотите, это агрегатор активных людей, лидеров местных сообществ, лидеров некоммерческих организаций и лидеров и руководителей и сотрудников проекта. Один раз зарегистрировавшись в Созидателях, ваша информация про вас будет храниться на долгие года. И в любых других проектах, когда вы будете принимать участие, вы просто заходите в Созидатели, вас приглашают в проект, там есть приглашение, вы подтверждаете, и все, вы в этом проекте. Для чего это нужно? Для того, чтобы понимать, что этот человек, извините, не пешеход, которого вы вот так вот взяли и говорят: будешь, ты же мой родственник, давай ты будешь у меня координатором проекта. Он говорит: а мне делать ничего не надо? Не, ничего не надо. Ну, давай. Нет, так не должно быть. Наша команда должна быть прозрачна. Все учреждения – это по форме своей некоммерческие организации. Просто у учреждений, у учредителей может быть и государство, значит, регион, муниципалитет и так далее. Мы некоммерческие организации, где у нас частные лица, учредители или НКО, мы знаем, что самое главное – прозрачность, доступность и так далее. Поэтому вот рекомендует портал Созидателей. Можно, конечно, и так вбить, но это чуть-чуть усложнит. Я не знаю, не буду врать, не знаю, как эксперты будут относиться, если у нас члены команды не в Созидателях. Не могу вам сказать, но если грантооператор предлагает единую систему и банк данных, на которой регистрируются все с проектами фонда президентских грантов, президентского фонда культурных инициатив и так далее, ну тогда, наверное, нужно здесь выполнить вот это условие. Ну, как рекомендация, наверное, постарайтесь, чтобы в команду проекта вошли именно представители вот разных организаций сторон, да, то есть если там Дом культуры присоединился к школьному проекту, например, либо музей, чтобы хорошо было бы как раз-таки вот принцип соучастия доказать тем, что в команду проекта вошли представители вот с трех сторон. Все организации объединились ради одного проекта, и в команду вошли представители вот этих вот как раз-таки организаций-партнеров. Вот, наверное, вот так будет намного лучше. Поэтому лучше, если вы на берегу сформируете уже сейчас рабочую группу, команду и будете вместе. Вот кто разрабатывает проект, тот точно в команду войдет. И ограничений здесь нет. Пусть вас будет много. И если этот проект ориентируется на экологию, то здорово, если у вас в составе будет реальный, уважаемый, настоящий эколог, инспектор охраны природы, да, егерь и так далее, или ученый. Если у вас проект направлен на, так скажем, комфортную среду и на родительско-детские или детско-детские отношения психологического плана у вас мероприятия, то точно должен быть психолог, клинический психолог, психотерапевт. Если у вас проект образовательный, значит, это педагоги со стажем, и так далее, которые еще являются вашими амбассадорами и наставниками. И еще очень много вопросов поступает, можем ли мы привлечь таких экспертов из других территорий, да, например, города Якутска, например, или там, из другого района, например. Это можно, но организациями, партнерами точно выступают именно те организации, которые находятся на территории, но в рамках проекта, если вы хотите действительно у детей такая потребность встретиться, там, допустим, каким-то представителем креативной индустрии, там, кинорежиссером, сценаристом и так далее, то в рамках проекта вы можете в бюджете заложить, в календарном плане, в бюджете проекта заложить его приезд, проживание и так далее. В целях для того, чтобы этот человек приехал к вам на территорию, действительно передал какие-то уникальные компетенции. Это абсолютно возможно, но при этом сторонами, организациями, партнерами вашего проекта должны выступать именно те организации, учреждения, которые находятся у вас в малых территориях. Угу. Следующий слайд.
Ну, это история про то, где вы возьмете информацию, которая вам точно пригодится, да, и положение, и инструменты механики, учета мнения детей, подростков, ну, направление, ну, все об этом конкурсе. Пролистните еще, какие конкурсы есть у фонда Тимченко. У них сейчас одновременно идет 5, да, по-моему, конкурсов. 4, по-моему. 4 новых абсолютно. Эта история новая, и мы на берегу во время отпуска сидели и придумывали условия этого конкурса, участвовали вместе с другими федеральными округами, с экспертами, с некоммерческими организациями, ресурсными центрами. Поэтому мы с вами первооткрыватели, не бойтесь, задавайте вопросы. То на те, какие вопросы мы не сможем сегодня ответить, мы обязательно их зададим в Москву и Санкт-Петербург. Вот сейчас вот этот слайд себе, пожалуйста, сохраните. Ну, во-первых, мы есть в Телеграме и ВКонтакте. Подпишитесь, если хотите увидеть актуальные дайджесты всех конкурсов, которые идут. У нас проводятся стажировки, у нас проводятся проектные мастерские. Сейчас идет заявочная кампания. У нас в Якутии еще, пользуясь случаем, скажу, Алмаз-Эргейнбанк объявил конкурс в зоне присутствия банка. До 100 тысяч рублей можно выиграть на проекты предпринимателями, некоммерческим организациям. И единый ресурсный центр «Оператор». Фонд президентских грантов с 1 сентября объявил заявочную. Сейчас идет конкурсная все процедуры. Это большие, мощные проекты, и люди пишут, стараются. Поэтому у нас проектных мастерских будет много. Заходите к нам онлайн и офлайн, но мы любим, конечно, офлайн. Но вот наш телефон, по которому коллеги Надежда и Мария отвечают. Вы к нам можете прийти, кто в городе Якутске, общественный И центр. близлежащие улицы. И близлежащие, если проездом, значит, общественный центр Курашова, 24, здесь не указали, но вы нас найдете в поисковике, в Тугис, 7-й этаж, офис 702-703, и почта, да, по телефону вопросы, консультации, на почту с пометочкой конкурс «Среда возможностей» на экспертизу отправляйте свои заявочки, уже готовые, мы постараемся их все просмотреть. И давайте сейчас мы откроем чат. Да, сейчас очень важно Если у кого-то появились вопросы, мы, конечно, начнем с первых вопросов, которые поступили с начала вебинара, а остальные просим вас сейчас писать. Давайте мы сейчас будем листать и будем смотреть сама. Так, хорошо, приступили. Так, как быть централизованной библиотечной системой, где полномочия поселений по библиотечному обслуживанию переданы на районный уровень. Соответственно, в игру будут указаны данные района, а проект конкретно для поселения. Вот смотрите, первое, что нужно здесь выяснить, искать варианты. Попытайтесь сейчас упростить подачу. Все-таки проект предполагается партнерский. Если это идея библиотечной системы, очень многие у нас поселенческие, межпоселенческие библиотеки – это казенные учреждения. Попытайтесь, чтобы заявка улетела от муниципального бюджетного учреждения, от партнеров. То есть несколько организаций НКО, бюджетных учреждений объединяете, даже казенные, но заявка подается либо от НКО, либо от муниципального бюджетного учреждения. Либо есть такое понятие, как филиальная сеть. Допустим, если межпоселенческая библиотека, ну, есть какой-то документ, подтверждающий о том, что филиал находится в том населенном пункте и так далее, то вы ее должны прикрепить к заявке, не к заявке, к заявке заявитель там есть. В организации заявитель в разделе, и как раз-таки этот документ нужно прикрепить вместе с уставом. То есть сначала вот это решение, а потом устав вот этого вот библиотечной системы, которая, к сожалению, но, может, к счастью, работает на районном уровне. То есть вот этот документ о том, что действительно есть филиал, точка отделения вот этой библиотеки находится на территории, осуществляет деятельность на территории вот той малой территории населенного пункта. Вот этот документ должен быть обязательно. Ну, мы тоже со своей стороны хотим задать вопросы грантооператорам, потому что школа вот тоже, да, сегодня звонила, у них бухгалтерия, она находится в управлении образования, да,
и каким образом, куда упадет грант, вот это распределение и так далее, каким образом это будет. Мы вот эти вопросы тоже будем задавать, но вот поселок Депутатский Устьянского района Якутии, вчера мы созванивались, библиотека точно, казенное муниципальное учреждение приняла решение быть партнером, они подаваться не будут, но заявку, скорее всего, будет подавать школа. Вот. И команда, школа, библиотека и еще одна организация будут совместно разрабатывать проект. Но мы понимаем, что на малых территориях есть вот эта сетка, и головное находится где-то там, и оно может быть еще, скорее всего, казенным. Да? И сложность здесь может действительно... Почему казенные не входят? Объясню. Ну, систему понимаете, да? Что деньги казенные, на казенные учреждения, деньги гранта упадут, но перевести вам и начать стартануть будет очень сложно. И это может занять такой большой период времени, что самое главное, результатов мы не достигнем, потому что это будет процедура передачи этих средств и вытаскивания их вообще. Для Следующий вопрос. Можно ли использовать данные ранее проведенных исследований? Вы можете использовать мы этот вопрос говорили на предыдущих вебинарах, вы можете их использовать в основании социальной значимости, актуальности, опереться, но актуальная разработка, календарный план, бюджет проекта будут опираться на свежие данные исследования, которые вы должны обязательно провести во время заявочной кампании. Но у нас есть такая, как сказать, подсказка, и фонд Тимченко об этом говорил, если исследования проведены в течение июня, июля, августа, близко к началу заявочной кампании, то вы и их можете, что действительно совсем недавно вот дети отвечали в июне, в июле, конкурс у нас стартанул 24, то вы его можете применить участие. Татьяна Курган из Алепинского района в прошлом году, ровно год назад, в сентябре, к нам заглядывали во время форума, да, и пишут, что обязательно примут участие, школы, провели опрос, отлично, и обязательно покажите перед отправкой на конкурс заявки. Ну вот смотрите, здесь вот о чем она пишет, Татьяна, мне нравится, что результат действительно совсем другой. Мнение детей и мнение взрослых абсолютно разное. Вот о чем мы и говорим, что мы не слышим наших детей, а здесь очень важно, потому что те практики и технологии, которые вы будете внедрять, возможно, это будут вообще инновации, что-то вы можете взять из прошлого или у других коллег из регионов и апробировать, но точно вот эта система доказательных практик в интересах детей, это начал только, мне кажется, и продолжает благотворительный фонд Елены Геннадьевны Тимченко. И будет мониторинг, исследования будут продолжаться. Вы не думайте, что на этом все закончится. У нас есть социолог, аналитик Мария Захарова, которая должна будет в составе в группе вылететь к победителям и уже проводить понятно, что мониторинг это на протяжении всего проекта будет исследование, но делать такие мониторинговые исследования с победителями, а как действительно меняется среда и что еще нужно. Так, вопрос. Как быть в случае участия библиотеки поселения, находящейся в составе централизованной библиотечной системы? Мы вчера, я звонила в Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, и даже Национальная библиотека у нас является казенной, которая находится в городе Якутске. И поэтому, да, действительно, мы вот обсуждали, что библиотеки, они имеют вот такую форму. Поэтому нужно, посмотрите, дома духовности, дома культуры, значит, детские сады могут заявляться, школы, может быть, есть СУС, какое-то учебное заведение, колледж, который может податься. Но здесь нужно объединиться. Вот почему команда, партнеры, и вы можете на берегу договориться. Ну, понятно, что библиотека, например, хотела бы что-то приобрести, чтобы это стационарно находилось и осталось в библиотеке. А тут все лавры достанутся школе. Понятно, да?
но, может быть, потом договором пожертвования можно будет это оборудование передать. Никто не говорит о том, что вот школа приобрела, и только, значит, там логистически и будет этот проект. Дело в том, что для меня, например, почему мы арктические пространства креативные, да, открывали в библиотеках, про музеи не забудьте, и в домах культуры и так далее. Почему? Потому что это точка входа не только для детей, но это для взрослых, для молодежи, для работающей молодежи и так далее. Школа – это замкнутое пространство по мерам безопасности, куда не может прийти человек со стороны, да, и сложно там организовывать что-то. Поэтому вот обратите внимание. Ну, мы еще будем уточнять, но если вся история это казенная, ну, так не автономная, тогда, конечно, очень сложно здесь. Анкета через WhatsApp приложение, это рассылка. Это не, ну, как рассылка по WhatsApp можно, но сам, как сказать, ответы, они же не будут по WhatsApp. Это как вы докажете фонд перед сам своих результатов, что как вы провели исследование? Возможно, это будет анкета в Google, если тем более WhatsApp используют с помощью интернета, например, да, Google, Яндекс, там какая-то анкета, и вы ее рассылку можете сделать электронно, через электронные почты, через рассылку на электронные почты, либо через WhatsApp, это возможно, но сама анкета должна быть где-то упакована, потому что Яндекс и Google, почему удобно? Потому что они сами делают вам диаграммы автоматически. Ну Поэтому или в бумажном вот, виде, вот в где этом нету прелесть. интернета и так далее. Мы знаем, что Арктика очень дорогой Мне тут интернет, вопрос да? задали. Ну да, и тогда, ну, вы же в одном пространстве, не такое большое, может быть, географически у вас месторасположение, ну тогда старым добрым способом бумажно. Но вот это интервью, обсуждение, это точно должно быть. Дать вас стратегическая сессия, это тоже здорово. С нашей сильной стороны, чем мы гордимся, да, в нашей деревне, чего нам не хватает, какие есть риски, какие есть возможности, какими возможностями хотят обладать и ресурсами наши дети, молодежь и так далее. Поэтому эта история точно про вот обсуждение, это тоже важно. Какой процент охвата исследований целевой аудитории от имеющей, ну, речь идет о репрезентативной выборке, да, например, 6-14 лет в поселке 200, опрос прошли 40. Но я считаю, что это вообще отлично. Не смотрите, тут надо понять, сколько детского населения и сколько детей вы предполагаете, что приняли участие. Если 200 детей, допустим, да, мы предполагаем, то в первый год, это же долгосрочный проект, в первый год вы можете охватить, например, 50 либо 75 детей. Ну, это в зависимости от ваших ресурсов и команды, да. Вот этих детей взяли, и большая половина потенциальных участников детей, 75 детей, например, 50 детей должны пройти у вас в исследовании. Вот об этом еще раз фонд Тимченко в своих вводных вебинарах тоже говорили. Ну да, если в поселке 200, тут нужно, и вы знаете, молодцы, что не от 0 там, да, до 17 лет, а именно 6-14 лет, если они все в проекте, ну, я считаю, что 40 это тоже достаточно на берегу. Это тоже достаточно. Но если хотите больше, пожалуйста, больше. Но обычно сейчас у нас уже времени такого большого количества нет. Поэтому опросы нужны, и не только опросы, мы говорили разные формы. Есть вот прямо такой у них список инструментов, механизмов, практик. Карта ресурсов, вот я говорю, нарисовать, что есть, чего нету, о чем мечтаем. Давайте вот просто дизайн мышления, видение, каким мы видим, значит, наше детское сообщество через несколько лет. Они видят каким. Родители детей, если это дети дошкольного возраста особенно. И видение развития среды на 3 года, это как раз-таки может быть обязательно должно быть по охвату, что идет увеличение, что первый год вы охватываете 30% детей, да, а дальше на второй год это увеличилось еще на 30%, и на третий год вы охватываете 100% всю категорию детей, которые находятся под эту номинацию, под эту возрастную категорию. То есть это обязательно должно быть, и обязательно учтите по охвату.
Коллеги, еще есть вопросы? По плюсикам мы поняли, что письмо поддержки надо прикрепить. Про презентацию спрашивали, мы вам направим, да, Ну, Мария? как правило, презентацию, запись вебинара мы отправляем. Мы Но сегодня отправляем. мы поняли о том, что сегодня мы еще прикрепляем к рассылке образцы писем поддержки. Мгм. Есть еще вопросы, коллеги, друзья, проектировщики? Есть? Надежда Моисеевна, Ольга А, Анатольевна, звук здравствуйте. нужно включить. Да, слушаем вас. Здравствуйте, это Алексей Оленев. То есть, получается, Мария, вот... надо микрофон включить. Алло, алло, добрый день. Оленевская детская библиотека хочет задать вопрос, да? Добрый А день. мы вас не Да. слышим. Или кто Ну, ладно, хочет да. задать? Пока поступил Ага. вопрос, в какой форме оформляться софинансирование. Софинансирование, она оформляется, во-первых, есть письма поддержки могут, да, софинансирование указать, но самый лучший вариант – это в бюджете проекта есть такая колоночка Микрофоны надо. софинансирование, то есть Маша, что не у вас уходи. есть, допустим, Оленёк, да, включи вы можете микрофон. отразить в денежном варианте в строке софинансирование и запрашиваемая сумма. Как раз-таки вы софинансирование должны отразить в бюджете проекта. Мгм. Ну и понять, да, софинансирование – это ваши партнеры, это, например, у вас как волонтер работает преподаватель, он у вас зарплату получает и работает и реализует проект параллельно. Это тоже может быть софинансирование. Волонтеры – это тоже софинансирование. Материально-техническая база, вы можете ее тоже просчитать и как софинансирование, потому что библиотека предоставляет помещение, все проходит там, да, и вы можете посчитать приблизительно с электроэнергией и так далее, сколько приблизительно стоит это помещение. Это не значит, что у вас должно быть какой-то сундучок с деньгами, и там лежит 500 тысяч. Скорее всего, это не так. И Софинансирование гранты даются другое. именно тем организациям, у которых есть достаточный процент софинансирования. Это тоже про доверие. Мгм. Заявку можем отправить Включите через микрофон. Оленек что-то хочет сказать? муниципальное бюджетное учреждение, Центр доп. Образования детей может подать заявку. Вы в бюджетное включайте. учреждение найдите партнеров организации и смело подавайтесь. Если вы хотите задать вопрос, вам надо включить микрофон. Кто-то тут еще пытался. Ну, Мгм. все И звук. тогда. И звук. Больше никто не хочет задать вопрос? Нет? Точно? Спасибо, это очень содержательный вебинар. Мгм. Спасибо за продуктивный вебинар. Всего доброго, земных благ нам пожелали. И вам Спасибо. также. Успехов вам. Удачи. Это творчество. До новых встреч. Все, вопросов нет. Пока. Спасибо большое. До свидания.